Я была на межвахтовом отдыхе. Мне позвонил руководитель, то есть начальник лаборатории Надежда Викторовна. Она сказала, что я еду на церемонию награждения. Испытала я шок, радость, кучу эмоций. Я была дома, болела, и, оказывается, я вовсе не болела. У меня все это махом прошло, и получилось просто, как будто бы я притворялась. Я в таком восторге, может быть, вот это восторг, радость, хорошая новость, и я даже сама не заметила, как вся болезнь ушла вон. Как вы знаете, что обычно медные рынки очень цикличные. Первое десятилетие может быть вверху, дальше, когда могут быть новые технологии, цены на медь могут снижаться, естественно, наша себестоимость будет повышаться, и что будет с медью через 20 лет, сложно предсказать. Поэтому, конечно, у нас задача увеличить производство именно в тот момент, когда цены на медь возрастают. Я, когда знакомился со всеми вами, мне приносили материалы, я заметил, очень многие вообще уже долго работают. С самого начала кто-то там вообще никогда никуда не уходил, на нашем предприятии работал. И я очень благодарен вам за это. Мы подготовили памятные подарки, часы, которые будут вам напоминать, сколько нам еще осталось вместе работать. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам в Новом году, во-первых, конечно же, здоровья, и самое главное, чтобы ваши семьи чувствовали счастливыми себя. А когда вы дома счастливы, на работе тоже все будет хорошо. Спасибо вам большое. На самом деле было приятно получить благодарность от Олега Николаевича. Это происходит не каждый день, да. И есть к чему стремиться, я так думаю, чтобы участвовать, быть в лучших и в последующих годах. Поэтому мне было приятно, на самом деле. И я бы хотел еще выразить благодарность всему IT, моему управлению, которые поддерживали меня, так как это работа не только одного сотрудника, это не только одной единицы, да. Это работа всей команды. Такие неописуемые ощущения были, чтобы переговорить, пообщаться тет-а-тет с Олегом Николаевичем. Встреча прошла очень хорошо, отлично, организовано все прошло. Спасибо организаторам за столь хорошую возможность. Алексей первый обладатель золотого значка. На самом деле люди это сюда запомнят и будут об этом рассказывать на производстве. А другим работникам есть к чему стремиться. Это очень классно.